2001 год начинался внешне спокойно, но в обществе уже зрели семена будущих потрясений. Оскар Акаев окончательно отказался от идеалов прошлого. Власть действовала все более открыто и цинично. Пресса островка демократии, как называли Кыргызстан, явно переживала тайфун. В 1999-2000-х годах у руководителя популярной городской вечерки Александра Кима развился конфликт с акаевской администрацией. Сотрудники вечернего Бишкека проводили по этому поводу пресс-конференции и выражали всяческие протесты, однако известнейшую городскую газету подвергли рейдерскому захвату. Ее коллектив ушел в новую газету «МСН». Смотрите новости телевидения «Пирамида», и вы будете не только знать, но и понимать все, что происходит в стране. В 2001 году похожая участь постигла и телерадиокомпанию «Пирамида». Александр Шахназаров, работавший тогда в компании, вспоминает, что его шеф вернулся с беседы в госбезопасности с темными от ужаса глазами. Директора радио Сергея Шпагина вызвали в контору на Дзержинке, в известную, и сказали, что, дорогой друг, вот вам 3 дня, и вы как бы решите для себя, чем вы хотите в дальнейшем заниматься. Либо у нас нары греть, либо проваливайте из страны. И вот Серега Шпагин буквально за 3 дня собрался и уехал в Израиль. Вот ему свезло, что у него жена еврейка. Как бы он отъехал в светлое будущее, а коллектив остался, коллектив радио остался, собственно, без головы. Потому что прислали какого-то человека, который в прежней своей жизни, до того, как стал руководить радиостанцией, там, я не знаю, сапожным цехом, что ли, командовал. В общем, тут такое началось, что просто святых выноси. И радио буквально за полгода практически развалилось все. То есть все ушли. Одному из самых популярных телеканалов был нанесен тяжелейший удар. Но ради чего все это понадобилось Акаеву? Рафинированному интеллигенту и приверженцу, по крайней мере на словах, демократических ценностей. Система образования в 90-е годы переживала сложный период. Можно сказать, не хватало всего. Учебников, пособий, денег на зарплату учителям. Чтобы выжить в рыночных условиях, стали внедрять платно-образовательные услуги. И родители стали платить за обучение, за содержание, за ремонт. Вот. Но вот это привело к тому, что очень много появилось учеников, которые не посещающих школу. Компьютеризация как раз-таки началась в эти годы. Значит, нас фонд МЭРИМ нам привозили вот эти бэушные старые компьютеры. Супруга Оскара Акаева, Майрам Дуйшенна, с 1993 года возглавляет крупнейший благотворительный фонд в Кыргызстане. Он регулярно проводит различные акции, направленные на решение очень благородной задачи – помощь детям. За бесплатные занятия в секциях и кружках фонду до сих пор благодарны многие подросшие дети 90-х. В Бишкеке до сих пор работает детская деревня, где сироты растут в семейных детских домах, по сути, в приемных семьях. Мэйрим оказывал помощь школам. Пусть компьютеры и не новые, но ведь и таких не было. Однако чем дальше, тем больше у благородной миссии появлялся странный привкус. Неприятная история произошла с детской клиникой «Алтын-Балалык», которую фонд решил построить на Иссык-Куле. Дети, эстетическое воспитание, культура – любимые сферы деятельности доктора наук профессора Майрама Акаевой, председателя известнейшего в стране фонда «Мэйрим». Проект был задуман с большим размахом, с привлечением средств международных доноров. К сожалению, они, когда проектировали
И там они закладывали медицинские вот эти разделы, они с нами не советовались. И построили это здание, оно пустовало, к сожалению. Потом, когда акаевский режим приказал долго жить, мы туда ездили, но, к сожалению, для настоящего вот хорошего лечебного учреждения здание не очень подходит, потому что оно было запроектировано под оздоровительный центр, не чисто медицинского характера. Компьютерный томограф они тогда привезли. Он уже с самого начала он был в нерабочем состоянии. Сегодня Алтын-Балалык представляет собой весьма печальную картину. Более или менее завершен лишь главный корпус. Томограф за $1 миллион в нерабочем состоянии. Фактически, как детское лечебное учреждение, комплекс был обречен с самого начала. Но его не смогли толком использовать даже как санаторий для взрослых. После смены власти в 2005 году различные руководители Министерства здравоохранения обещали ввести его в строй, но пока без успеха. Главная беда была не только в самодурстве при принятии решений в фонде Майрим. Фонд начал перекачивать государственные средства, а также якобы добровольные пожертвования от бизнесменов, которым при отказе грозили серьезные неприятности. Впрочем, некоторые несли взносы сами, рассчитывая взамен на благосклонность супруги президента. Ведь она все больше приобретала влияние на мужа при решении кадровых вопросов. Например, бывший премьер Муралиев полагает, что его сняли именно из-за влияния Майрам Дуйшеновны. Все сыграл двор, окружение. Но у меня не было контактов с его семьей. Некоторые премьеры с папками бегали на прием к Майрам Дуйшеновне, а я не ходил. У меня есть президент, если надо, я с ним должен решить. Я даже помню, когда я поняла, что я уйду, потому что приехала госпожа Миттеран, и в то время из 12 министров правительства во главе со мной 6 были женщины. И плюс соцфонд, и Акаев нас называл великолепной семеркой. И вот он нас всех пригласил в резиденцию, и мы сидели. Я сидела напротив Майрам Дуйшеновны, она с госпожой Миттеран, и он тогда начал говорить, какие мы все молодцы, какие хорошие. И прям, а вот это у меня прямо умница, она моя умница, она вот такая молодец. И я почему-то посмотрела на лицо Майрам Дуйшеновны, и я поняла, вот сегодня мне конец, теперь мне конец. И не заставила себя долго ждать. Многие бывшие чиновники теперь говорят, что первая леди откровенно брала взятки за назначение. Карьера одного из министров, например, была разрушена из-за того, что он подарил ей на день рождения неприлично дешевый подарок – люстру всего лишь за $1000. Другие члены семьи Акаева, в первую очередь сын Айдар и зять Адиль Тайганбаев, супруг Бермет Акаевой, начали кампанию рейдерских захватов. Именно Тайганбаеву достался контроль над разрушенной телерадиокомпанией «Пирамида», а также над шампан-комбинатом, Канским цементно-шиферным заводом и так далее, так далее, так далее. Корыс – это уже коррупция. Помимо того, уже усиленно, начиная с 1992 года, пошли процессы прихватизации, а не приватизации. Так. То есть, как политические, так и сугубо экономические факторы все более они обострялись, и со временем они приобретали черты семейного управления, откровенной коррупции и мафии, теневой экономики. И в итоге они привели к Аксайской трагедии уже в 2002 году. Члены семьи президента становились в Кыргызстане настоящей властью. Вместо парламента и правительства под их контроль переходили крупные, более или менее прибыльные предприятия. Президентский клан работал на собственное обогащение, и гласность ему была совершенно ни к чему. Поэтому и был одет намордник на прессу. В начале года вынесен обвинительный приговор Феликсу Кулову, бывшему вице-президенту страны. Несмотря на несерьезность обвинения, ему дали 7 лет. Под стражу взяли прямо в здании суда. В колонии Кулов понемногу занимался спортом и ждал своего часа. Сидеть ему пришлось до самой тюльпановой революции.
Подсобачился, да? Как говорят. У Кыргызстана были территориальные споры со всеми соседями, включая Казахстан и Узбекистан. С Казахстаном договор о границе был подписан еще в 2001 году, но ратифицирован значительно позже. Полностью при Акаеве удалось снять спорные пограничные проблемы только с Китаем. Другой вопрос, какой ценой это обошлось. Еще в августе 1999 года Акаев подписал договор об окончательном разрешении всех территориальных споров с КНР. Речь шла о разделе территории, называемой Узенгекуш. Эта местность была спорна еще во времена Советского Союза. На картах Китая была отмечена как китайская территория, на картах Советского Союза как советская. Узенгекуш была поделена в пропорциях 30% Китаю, 70% Кыргызстану. До разделения вот эта территория относилась к Кыргызстану. Это был не первый случай, когда Кыргызстан часть территории отдавал Китаю таким путем. Но именно Узенгекуш вызвал большой общественный резонанс в обществе и послужил началом цепочки событий, которые привели к краху режима Акаева. Оставалось ратифицировать документ Джагарку-Кинеши. И вот тут у Акаева неожиданно начались проблемы. В 2001 году парламент вел долгие дебаты по этому вопросу. Сама эта местность в Иссык-Кульской области является отдаленной и труднодоступной. Как говорят пограничники, дорогу к заставе не строили. Просто когда-то бульдозер проехал. В этом мы и сами убедились, когда весной отправились в Узенгекуш. Застава, на которой несут службу пограничники. А вокруг на десятки километров никого. Разве что браконьеры заедут. Или редкие чабаны гонят стадо. Пограничники сказали, что мы первые на их памяти журналисты, которые сюда добрались. Однако место имеет большое символическое значение. Здесь, недалеко от перевала Бедель, погибло множество кыргызов, бежавших после восстания 1916 года. Договор по Узенгекуш будет ратифицирован в парламенте только в 2002 году, причем Верхней палатой только со второй попытки. Оценивать этот документ можно по-разному. Единственное, кому сделал уступки Китай, это нам. Мы только на 30% уступили, а Китай на 70%. Вот Таджикистан после нас только не там 50 на 50. А вот наши горе-патриоты, не зная всю подноготную мировой дипломатии, внешней политики, надо быть всегда очень гибким, надо путем взаимных уступок решать. Эти вещи требуют абсолютной точности, деликатности, гибкости. И поэтому, когда обе стороны, то есть кыргызская и китайская, пришли к такому заключению, и парламент ратифицировал, я тоже имею отношение и без всякой боязни, страха, мы поступили правильно. Многие тогдашние политики и депутаты придерживаются диаметрально противоположной точки зрения. Там и там мы, наверное, проиграли. Вот. Я голосовал против и в том, и в другом случае. Я помню, в нашей палате, когда мы голосовали за Узенгекуш, она не прошла, а законодательное собрание она проголосовала за. В любом случае понятно, что режим Акаева должен был учитывать общественное мнение и не навязывать жестко единственную точку зрения. Рассказ о годах правления Акаева будет неполным, если оставить в стороне так называемые реформы на селе. Казалось бы, тут все должно быть в порядке. Было создано около 80 тысяч фермерских хозяйств, принимались программы, направленные на их поддержку. Вот таких красавцев, лохматых коров можно встретить высоко в горах Нарына. А в 2001 году была даже принята национальная программа для того, чтобы увеличить поголовье яков. Эти и другие похожие программы широко освещались в прессе. А вот у специалистов, в отличие от пропагандистов, было совершенно другое мнение. Они предлагали сохранить крупные хозяйства, на которые отрасль могла бы опереться. Им оппонировал министр сельского хозяйства Бекболот Талгарбеков, который предлагал разделить все между фермерами. К сожалению, победила точка зрения, я бы не назвал товарищем господина Талгарбекова, который не является специалистом сельского хозяйства ни одного дня.
не работал на производстве, но это был ближайший соратник, друг Аскара Акаева. Потом у него спрашиваю, он говорит, что ничего такого нет. Вот у нас один молодой ученый появился, хороший человек. Учился он целый месяц, говорит, в Америке, стажировался, там увидел. И вот он предлагает на рассмотрение легендарного парламента реформы сельского хозяйства. Что же конкретно предлагалось стране, уровень развития сельского хозяйства в которой был на 3-м месте среди 15 республик Советского Союза? Вот надо разогнать вот это, говорит, колхозов, совхозов. Говорит, они же всем надоели. Это постоянно там башкарма там командует, директора красные. А что же нужно? Надо их расчленить на фермерские хозяйства, как в Америке. Ну, это слова, наверное, Талгарбекова. Я говорю, Аскар Акаевич, ведь мировая практика показывает, что самая высокая эффективность дает это крупные товаропроизводители. Легендарный парламент после долгих дебатов в Конституцию 1993 года возможность приватизации земли не включил. Однако Акаев провел реформы в аграрном секторе, опираясь на свои указы, а частную собственность на землю узаконили официально на референдуме 1998 года. Выстояла только Чуйская долина, где вот проживает многонациональный народ, надо прямо сказать правильно, которые сумели показать на своем примере, показать свою принципиальность, просто не подчинились указу. Некоторых они освобождали, но все равно вот часть, ну, 50% крупных кооперативов сохранили Чуйскую долину, что пригодилось потом, когда после реформы мы остались без хлеба, без ничего. Академику Акималиеву остается только с горечью признать. То, что было создано за 70 лет советской власти, они разрушили за 1 год. Оказывается, мы в этом плане мастера. Появились и процветающие фермеры, например, Таштанбек Акматов, но их можно по пальцам пересчитать. Как один из небольших примеров, в стране было погублено производство сахарной свеклы. Buckeye is the biggest producer of sugar and rectified alcohol in the Commonwealth of Independent States. When the productivity of white beet drastically fell, Buckeye started processing raw cane sugar from Cuba. Вот все, что осталось от новенького мясокомбината в Таласе. Он успел проработать лишь 4 года при советской власти. А потом немедленно развалился. Похожую картину мы видели и в Нарыне, и в других регионах. Особенно серьезной ошибкой, граничащей с преступлением, стал разгром по той же схеме семеноводческих и племенных хозяйств. Их тоже приватизировали. Элитного барана, вспоминает ученый, можно было купить буквально за 2 бутылки водки. Когда власть опомнилась и решила вновь завозить скот на племя, баранов-производителей решили закупать аж в Австралии. Правда, к тому времени уже не стало овцематок. Акималиев горько шутил, что это будут голубые бараны, поскольку спариваться им придется друг с другом. Взяли деньги, 17 миллионов долларов на развитие овцеводства Кыргызстана. И эти деньги съели. Но чтобы отмывать эти деньги, чтобы не сказали, ничего не делали, что сделали Акаев и Талгарбек? Они начали закупать австралийских баранов из Австралии и перевезли самолетом. А когда в Аргачоре вот стояли бараны кыргызстанской породы, созданные Лущикиным с участием австралийской крови, ну, стоило $300-400. Так этот австралийский один баран самолетом нам обошлось, один баран $2900. Вот переведите, $3000 этот баран. Это разве не преступление? Почему же принимались столь абсурдные, противоречащие здравому смыслу решения? Академик уверен, что в основе могла лежать только коррупция. У международных организаций и банков брались средства на реформы на селе. Большая их часть, сотни миллионов как минимум, была просто украдена верхушкой семейного клана. Итог аграрной реформы 90-х можно подвести, назвав страшные цифры. Если в 90-м году до реформы удельный вес сельского хозяйства, агропромышленного комплекса, внутреннем валовом продукте, национальном доходе составил 40%, то сейчас 17%, 3 раза упало. Если тогда уровень механизации в целом построения по сельскому было 70%, сейчас 7%. Если тогда перерабатывалась половина всей выращенной продукции 50%, то сейчас перерабатывается только 10%. Если тогда до реформы у нас 97% сельскохозяйственных животных были племенными, то сейчас 7% остальные не поймешь, что за чудо, что за как овцы и коровы пошли с такие.
За 25 лет мы 2 раза уменьшили содержание плодородия почвы. А 1% гумуса создается тысячелетиями. Были, тем не менее, в те годы на селе и некоторые удачные проекты. Только с кредитами под государственные гарантии они не имели ничего общего. Речь шла о личной инициативе. Сейчас фасоль, выращиваемая в Таласской области, славится на мировом рынке своим качеством. Она превратилась в настоящую визитную карточку региона. Кажется, фасоль там выращивали всегда. Но это далеко не так. 2001 жылы мен анда Бакаят районунда аким элем. Бир күнү эле ушу февраль айынын баш чендеринде. В 2001 году я был акимом Бакаятинского района. В начале февраля зашел молодой парень, турок. Он сказал, что в лаборатории изучили почву из 4 районов Таласской области, и именно почва Бакаяты наиболее подходящая для выращивания фасоли. Попросил землю. Тогда были земли фондов. Мы согласились и дали 780 гектаров в аренду. 780 гектар жерден ар бир айыл өкмөт менен акылдашып арендага бердик. Булар убакытты созуп майдын 10-унан өткөндөн барып айдап башташты. Потом они снова зашли в начале мая. Они начали поздно, в 10-х числах мая. Его звали Машалла, исполнительный директор компании «Робин». И закончили сеять только 20 июня. И первый урожай был плохой, потому что в сентябре, когда фасоль только начала созревать, начались дожди. Было очень мало урожая, и они обанкротились. Но заплатили деньги за аренду, и я думал, что они уже не вернутся. Тем не менее, к счастью для региона, иностранные инвесторы оказались упорными. Жетекчиси бар экен. Январь айында ал келди Туркиядан. Но в январе они снова пришли. Хайдарбей поехал в Германию за деньгами, и на следующий год они дали семена народу, и народ сам уже начал сеять, и урожай на следующий год был очень хороший. Кийинки жылы фасолда булар өздөрү арендага жер алып айдашкан жок, элге урук беришти. Элге урук берип, таркатып, эл урукталгандан кийин агротехниканы билген эл өз убагында айдап, ошол жылы түшүмдөсүн жакшы алды. И в нынешнем году Таласская область может отметить 15-летие своей фасоли. Одним из важнейших событий года стал теракт в Нью-Йорке, когда угнанные террористами самолеты протаранили знаменитые башни-близнецы. В ответ НАТО, обвинившая талибов в организации преступлений, начинает военную операцию в Афганистане. Солдат и снаряжение приходилось перебрасывать по воздуху. И уже в конце 2001 года в аэропорту Манас для этих целей открылась натовская военная база. База останется здесь больше, чем на 10 лет, но в итоге ее существование поставило Кыргызстан в центр глобальных противоречий между Россией и НАТО. Hey, hey, hey.